Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главном. Арт-шествие, школа, маршруты Абхазии, встреча с Сергеем Кириенко. Только несколько пунктов из масштабной программы визита Бадры Гунба на фестиваль Таврида в Крыму. МЧС Абхазии поделилась статистикой происшествий с гостями нашей республики в разгар туристического сезона. Как оказалось, отдыхать у нас не только приятно, но и безопасно. По ком звонят колокола? В селе Пакуаш в честь погибших в Отечественной войне народа Абхазии восстанавливают колокольню. Фестиваль молодого искусства «Таврида Арт» – самое масштабное культурно-просветительское событие России прошло в минувшие выходные в Крыму. В качестве почетного гостя в фестивале принял участие президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашек. В этом году в программе были представлены 5 основных направлений искусства – театр, изобразительное искусство, музыка, кино и литература. В Крыму Бадра Гунба встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Они вместе приняли участие в арт-шествии. Также посмотрели музыкальную и мультимедийную постановку «Плечом к плечу. Искусство и победа», приуроченную к 80-летию Великой Победы. Хотел бы отметить, что в рамках текущего фестиваля самое главное – это память о Великой Отечественной войне, о героях СВО. Это то, что сегодня в рамках данного фестиваля является важным. А что касается моих впечатлений, безусловно, впечатления очень положительные. Таврида – уникальная площадка. Площадка не только ради проведения фестиваля, это культурно-просветительская площадка, где молодежь как из регионов России, так и за ее пределами может встречаться, обмениваться опытом. На площадку Тавриды очень часто начали приезжать представители Абхазии. Это дополнительная возможность для абхазских участников поделиться своим мнением, обменяться опытом, представить свою самобытную культуру, поделиться своими идеями и также обогатиться идеями своих сверстников из России, разных регионов России. Как раз сегодня на площадке Тавриды открылся Дом Абхазии. Как вы считаете, является ли это неким символом укрепления дружбы наших стран? Конечно же, именно такие события являются фактором укрепления дружбы между нашими народами. Мы все прекрасно понимаем, когда молодые люди приезжают на Тавриду, и здесь находится частичка родной страны, страну, которую ты любишь, страну, которую ты восхваляешь, и у тебя есть возможность поделиться своей культурой, рассказать своим сверстникам о своей любимой стране, представить свою культуру и гордиться, конечно же, своей страной, что она представлена на столь важном международном, можно сказать, кластере Таврида Арт. А как вы считаете, является ли культура важным направлением туризма? Потому что, например, в Абхазию туристы едут в основном, в первую очередь, во многом за культурой страны души. Обязательно, я с вами полностью согласен. Конечно же, мы, как туристическая страна, в первую очередь, конечно же, мы развиваем инфраструктуру. Вам известно, что мы развиваем логистические возможности нашей страны. Знаете, что в этом году был открыт аэропорт. Спустя 32 года возобновили регулярные авиасообщения с городами Российской Федерации. География городов с каждым разом расширяется. Был запущен поезд Диаскурия, который пользуется большим спросом у граждан Российской Федерации, у наших граждан Республики Абхазия. Буквально через несколько дней мы запустим катер, который связывает Сочи и Сухум. Это важные направления, но помимо этого, конечно же, мы хотим представить свою культуру, самобытность, показать и продемонстрировать нашим гостям все великолепие, радушие как и природных условий Абхазии, так и великолепие исторического прошлого нашего народа, который мы сохраняем до сегодняшнего дня. И именно
тесное взаимодействие в рамках культурного сотрудничества позволяет лучше понять народы друг друга. В этом смысле мы, как республика, туристическая республика, обязательно хотим донести свою самобытность, историю нашим гостям. В этом плане я, пользуясь случаем, конечно же, хотел бы поблагодарить наших российских коллег. И хотел бы, конечно же, отметить и Сергея Владимировича Кириенко. Буквально вы знаете, что в прошлом году у нас горела Национальная картинная галерея. Большое количество работ, как абхазских художников, так и художников со всего мира, сгорели в Национальной картинной галерее. Но при его поддержке у нас появилась возможность восстановить Национальную картинную галерею. Буквально 2 недели тому назад мы реализовали этот проект. Буквально на подходе, думаю, что еще через месяц также будет открыт выставочный зал в городе Сухум, также при поддержке Российской Федерации. И в этом смысле сохранение культуры Абхазии для нас это ключевое направление, потому что без культуры, без сохранения истории ни один народ еще не развивался. А мы сосредоточим свои усилия на сохранении всего того потенциала, который мы имеем, и, конечно же, развитие своей собственной самобытной культуры. Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на Тавриде Дом Абхазии. Арт-объект создали Гарик Асланян и Виктория Таня во время участия в арт-школе «Маршруты Абхазии», которая проходила в июне. Они украсили стены изображениями героев нардского эпоса, элементами абхазского герба и флага. Вопросы увековечения памяти второго президента Абхазии Сергея Багапши и народного поэта Юуи Когони обсудили члены комиссии по монументальному искусству в новом составе. Решение по благоустройству площади имени Сергея Багапша в Сухуме с установкой скульптурного изображения второго президента должно быть принято в кратчайшие сроки, отметил вице-премьер Джансух Нанба. Также в ближайшие сроки главе государства должна быть представлена проектно-сметная документация. Напомним, что в 2019 году большинство членов монументальной комиссии и общественность одобрили проект, представленный творческой группой «Харахакалек». Комиссия поручила авторам доработать проект в течение 10 рабочих дней с учетом мнения членов комиссии. На заседании было решено объявить повторный международный конкурс на установку памятника Сергею Багапшу в городе Чамчира перед зданием администрации района. Конкурс будет проводиться до февраля 2026 года. Также в течение месяца будет повторный конкурс на разработку эскизного проекта скульптурного изображения поэта Юуи Когони. Условия проведения конкурсов будут объявлены Министерством культуры в ближайшее время. Портативный стоматологический рентген, аппарат, электрокардиограф и 8 ноутбуков переданы Минздраву Абхазии в рамках второго этапа диспансеризации детского населения страны. Медицинское оборудование предоставила общественная организация Российской Федерации «Народный фронт». Ноутбуки будут распределены по районным поликлиникам. Рентген-аппарат передадут детской поликлинике города Сухум, стационарный электрокардиограф республиканской детской больницы. С 1 по 8 августа в Центральной районной больнице города Гал врачи из России будут проводить бесплатный прием для жителей района. С 9 утра до 2 часов дня пациентам доступны консультации от отоларинголога, маммолога, гинеколога и уролога. 13 аппаратов по добыче криптовалют, упакованных в ручную кладь, обнаружены сотрудниками МВД в результате оперативно-профилактических мероприятий на ЖД-станции Сухум. Оборудование, принадлежащее жителю столицы Константину Евдокимову, передано в госстандарт и помещено на ведомственный склад. За последнюю неделю в Абхазии произошло 3 несчастных случая.
Двое туристов погибли в горной местности, а жительница Гала утонула в море. С начала купального сезона на водных объектах погибли 3 человека. Несчастные случаи с туристами, к сожалению, происходят во всем мире. Очень часто по неосмотрительности самих гостей. Как же избежать трагедий на отдыхе и какие меры безопасности необходимо соблюдать? Шазина Ханагуа продолжит тему. Природа – это волшебный мир, который захватывает дух и наполняет сердце трепетом. Но за его красотой скрывается непредсказуемая сила, которая порой оборачивается горечью и потерями. Поселок Черниговка уютно расположился в 25 километрах от столицы Абхазии. Большую часть села занимает живописное горное ущелье, по дну которого протекает река. Даже в самые жаркие дни здесь прохладно. Для прогулок по ущелью не требуется специальное оборудование или особая физическая подготовка. Однако совсем недавно здесь случилась трагедия, событие, которое потрясло всех. В поисках запечатлеть удивительную красоту в этом месте 27 июля произошла страшная трагедия. Сорвался в обрыв и погиб мальчик из Мурманска. Ему было 15 лет. МЧС Абхазии призывает всех быть предельно осторожными, беречь свою жизнь и соблюдать правила безопасности. В тишине и красоте каньона, среди зелени и шума воды, судьба оборвала жизнь молодого подростка. Казалось бы, обычная прогулка и фото на фоне горного пейзажа. Но в один момент невнимательность или случайность превратились в роковой инцидент. Фотография в обмен на жизнь. В эпоху соцсетей люди готовы рисковать ради эффектных снимков. Но иногда цена за лайки оказывается слишком высокой. На первый взгляд спуск кажется легким, но скользкие камни, неровности делают его опасным. Малейшая ошибка и случается беда. Решил сфотографироваться. Вот рядом красивый вид на каньон. И при этом поскользнулся и упал в яму, в расщелину, в которой застрял. Мы пытались помочь. Те, кто находились рядом, по информации, которая у нас была, человек просто не смог из-за своих габаритов протиснуться. То есть это расщелина, в которую человек попадает, его заклинивает там. Стенки расщелины скользкие, соответственно, упереться туда как-то очень сложно. Особенно если ты упал и ударился еще при этом и, возможно, потерял сознание. Не оставляйте детей без присмотра на территории ущелья. Скользкие камни таят опасность. Такая вывеска размещена на входе, чтобы предупредить посетителей. Однако, к сожалению, люди часто пренебрегают предостережением. Это приводит к трагическим последствиям, поскольку даже малейшее падение на мокрых и скользких камнях может стать причиной серьезных травм или беды. Помните, безопасность в ваших руках, особенно когда рядом дети. Где бы вы ни были, находясь на природе, стоит вести себя довольно осторожно, бдительно. То есть учитывать опасности, которые могут находиться рядом, которые могут быть не видны. Но чем больше стараешься увидеть и предостеречь самого себя от таких ситуаций, которые могут навредить здоровью, навредить жизни либо кому-то другому, тем реже это будет происходить. И с нами в том числе. Противостоять стихии или желанию седлать волну. С этой дилеммой, пожалуй, хоть раз в жизни сталкивался каждый. В большинстве случаев благоразумие берет вверх, и люди останавливаются на последнем варианте. Но порой человек все-таки бросает вызов природе. Желание окунуться в бушующее море, зайти за черту опасной зоны, где нельзя купаться, пересиливает инстинкт самосохранения. С начала купального сезона в республике погибли 3 человека на водных объектах. Недавно в Мюссере там парень слетел с катера, вернее катер тащил. Они там работали уже давно, катер тащил банан, и вот он с банана слетел, ударился в воду и ушел под воду. Безопасность на воде остается крайне важным вопросом. Во всех районах Абхазии, где реки впадают в море, купаться опасно для жизни. В субботу в Гале несовершеннолетняя утонула в районе слияния реки с морем, предположительно попав в водоворот. Попытку спасти ребенка предпринял член ее семьи. Однако, несмотря на его усилия, девушка уже не подавала признаков жизни. В результате тяжелого эмоционального потрясения мужчина скончался на месте от остановки сердца.
Там, где река впадает в море, метров 200 слева-справа заходить нельзя. Хоть там и не было знаков запрета о том, что там купание запрещено, но все местные жители об этом знают в принципе. Там до 20 метров по пояс вода, а потом резко уходишь под воду, там водовороты. И вот девочка упала, и ее родственник вытащил, но, видимо, сердце не выдержало такого увидеть родственника близкого морально, и человек сам тоже умер от сердечного приступа. Тенгиз Сабу отметил, что особое внимание нужно уделять детям. Были случаи, когда дети терялись на пляжах. Так, 6-летняя девочка убежала от матери, которая ненадолго отвлеклась. То же самое и был случай. Мать сама пришла, ребенка потеряла, ребенок убежал, где-то в другом месте купался. Поэтому просьба и для местных жителей, и для людей, кто здесь отдыхает, чтобы в первую очередь они следили за своими детьми. И вот очень часто люди пьют спиртные напитки, хоть это и запрещено, и купаются на море. Запрет продажи спиртных напитков на пляже, но и тем не менее мы визуально можем наблюдать, что на большинстве пляжей продают спиртные напитки. А в такую жару, выпив спиртные напитки и потом искупаться, это очень небезопасно. В Абхазии насчитывается 19 пляжей, включая городские и арендуемые. На 7 из них купаться опасно. В основном это пляжи в Сухуме и Пицунде. Все 5 пунктов, в принципе, выполнены, но самый главный пункт – это вот спасателей нету. По городу Сухум, городской пляж, есть 3 спасателя, но по всей территории 3 человека не успеют, тем более они дежурят, заменяя друг друга. Несчастные случаи с туристами, к сожалению, происходят во всем мире. Очень часто это происходит по неосмотрительности самих гостей. К примеру, в популярном среди туристов в горном регионе Трентино в прошлом году была проведена 1381 спасательная операция и спасено более 1500 человек. Из них около половины были травмированы, 40 скончались. Чтобы уберечь себя от беды, достаточно не испытывать судьбу и прислушиваться к специалистам. Тезис о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, по-прежнему остается актуальной. Жазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. Банк Абхазии выпускает монеты и банкноты с 2008 года. За все время эмиссии было выпущено около 130 видов монет. Общим тиражом 200 тысяч штук и 4 банкноты. В связи с увеличением видов и тиражей национальную валюту можно заметить в розничной торговле. Но есть магазины, в которых отказываются принять купюру в качестве инструмента повседневных расчетов. В теме разбиралась Гунда Шоуа. Абсар – денежная единица Абхазии, введенная в 2008 году. Первоначально в Абсарах выпускались только памятные монеты Республики Абхазия. С 2018 года выпускаются также памятные банкноты. Дизайн банкнот и монет тщательно продуман, чтобы представить ключевые исторические фигуры, архитектурные памятники и природные ландшафты страны. Это не просто платежное средство, а визуальный рассказ об истории и идентичности Абхазии. В соответствии с законом монеты и банкноты являются платежным средством на всей территории республики по номиналу, но не могут использоваться в качестве средства платежа в розничной торговле. Спрос достаточно хороший, высокий, он постоянный спрос на эти банкноты, монеты, но банкноты их можно сдать по номинальной стоимости или по стоимости, которая определена на сайте Сбербанка в банке Абхазии. Так можно их в банке можно сдать, именно там обязаны принять, а в магазине это уже по желанию, по взаимной договоренности могут быть приняты как средства платежа в магазине. Настаивать не стоит, просто если вы хотите от них избавиться, от этих банкнот, хотя я бы не советовал это делать, потому что я объяснил, что они являются больше средством инвестирования.
Абсар – это не инструмент повседневных расчетов, а политический, культурный и художественный проект. Он не участвует в реальном денежном обороте, но вызывает большой интерес у историков и нумизматов. Музей Банка Абхазии в настоящее время является единственной в нашей стране развернутой экспозицией, которая посвящена истории денег, обращавшихся и выпускавшихся на территории Абхазии в течение 2500 лет. По словам куратора музейной экспозиции Ади Цигицпа, большой интерес вызывают отдел современной нумизматики, где представлены инвестиционные и памятные монеты, выпущенные Банком Абхазии. Наш музей пользуется очень большой популярностью, в частности, это в летний период. Больше посетителей, естественно, это приезжие люди, это и туристы, либо гости столицы. Многим нравится, например, современный отдел наш, посвященный абсарам. Что касается наших, абхазов, они очень многие коллекционируют наши банкноты, монеты, многие слышали. И когда выходит новая монета и банкнота, они обязательно приходят приобрести, посмотреть на нее. Банкноты и монеты в абсарах стали символом независимости, формируя образ республики как суверенного государства. Для коллекционеров абсары представляют собой ценный артефакт. Ограниченные тиражи и тематические выпуски делают их востребованными объектами для инвестиций. С течением времени их стоимость может значительно возрасти. Таким образом, приобретение абсаров – это не только увлечение, но и потенциальное прибыльное вложение в уникальный символ абхазской государственности. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга в Сухум запустят 14 августа. Продажа туров с такими перелетами уже открыта туроператорами. Первые прямые рейсы на аэробус А330 авиакомпании iFly запланированы 14 и 20 августа. Затем они также продолжатся. Стоимость перелета в пределах 20-30 тысяч рублей. Абхазия представила свою продукцию на международном фестивале искусства, культуры и гастрономии в Никарагуа, который прошел в столице республики Манагуа 2-3 августа. Мероприятие собрало представителей из более чем 40 стран мира. Посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладари рассказал, как прошел фестиваль и насколько абхазский павильон был интересен жителям Никарагуа. Фестиваль открывала советник президента Камила Ортега, которая вместе с коллегами в Министерстве ведомств посетили павильон Республики Абхазия. Среди гостей был советник президента по внешней политике Иван Лара. Был также министр по торговле Эрвин Кастильо, министр туризма Марас Тоти, посол Российской Федерации в Республике Никарагуа Михаил Николаевич Леденев и многие другие друзья, гости, которые были на данном фестивале. Мы угощали наших гостей традиционной абхазской чачей с сыром и аджикой, которая вызвала большой интерес у всех посетителей выставки. Можно сказать, что у нашего павильона было многолюдно, буквально очень много людей, которые интересовались Абхазией, интересовались возможностью посетить нашу республику и были заинтересованы в этом. И также был у нас стенд, в котором было видеоролики об Абхазии, наши национальные костюмы, наши фотографии исторические, в том числе встречи нашего президента Сергея Васильевича Багапща с командантом Даниэлем Артаге и другие многие фотографии, которые были представлены. В целом могу сказать, что участие в данном мероприятии является очень важным и нужным для нашей страны. То, что в данном мероприятии приняло участие около 40 стран, и среди них Республика Абхазия, это, я думаю, о многом говорит. А мы, как посольство, намерены и дальше развивать наши взаимоотношения с Республикой Никарагуа, со всеми теми странами, которые готовы с нами взаимодействовать и дружить. Колокол весом 1110 килограммов отлиты в Воронеже доставлен в Абхазию специально для храма святого Георгия Победоносца в селе Пакуаш.
Так получилось, что колокол привезли в республику 2 августа, в Ильин день, праздник великого пророка. Сейчас по инициативе и поддержке выходцев и жителей села Пакуаш в храме святого Георгия Победоносца идут реставрационные работы. Восстанавливают и колокольню, куда и поместят колокол, временно оставленный на хранение в Агудзерском храме. Тему продолжит Аэлита Арутюнян. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Возлюбленные во Христе, братья и сестры, отцы, поздравляю вас с праздником сегодня пророка Илии. Как вы знаете, весь православный мир отмечает этот день. И этот храм, где мы с вами находимся, в честь него. Так что этот день празднуем мы, молимся, чтобы Господь послал небесную росу на землю, чтобы почва была плодородной. Эти 9 колоколов с памятными надписями на абхазском языке для храма святого пророка Илии в Агудзерах отлиты в память о погибших и пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии и в специальной военной операции. Они ждут своего часа, чтобы занять место на звоннице и радовать прихожан праздничным перезвоном. В данном храме по благословению главы Абхазской православной церкви Виссариона Аплия состоялась благотворительная акция «Сбор пожертвований на восстановление данной колокольни». Собрано больше 2 миллионов рублей, закуплены колокола, заказаны в Воронежском колокольном заводе, колокола с памятными надписями. Еще один колокол весом 110 килограмм, заказанный в Воронеже, находится в Агудзерском храме и ждет своего часа. Колокол отлит для колокольни храма святого Георгия Победоносца в селе Пакуаш, где идут реставрационные работы. Эта благотворительная акция также проходит в память о погибших и пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии и жертв Ладожской трагедии. На колоколе присутствуют надписи на абхазском языке. Самая верхняя гласит «Слава Богу за все». С Божьей помощью и силами выходцев из села Пакуаш была отхвачена идея Михаила Хашба, который он вотворил здесь, в этом храме Илии Пророка. И сбор, и все он возглавлял. И так как мы с ним оба выходцы из Пакуаша обратились дальше, он изначально получил благословение отца Далмата, иерея, и иерея Виссариона Аплия на свершение этой акции. Храм святого Георгия Победоносца в селе Пакуаш был построен в 1890 году на средства Общества восстановления православного христианства на Кавказе, а также и на средства, собранные самими жителями села Пакуаш. По своей архитектуре храм не относится ни к одному из классических стилей. Его стены выложены целиком из камня. Размеры храма составляют порядка 17,5 метров в длину и 11,5 метров в ширину. Внутри находился одноярусный иконостас. На окнах сохранились кованые решетки времен постройки, а в проемах массивные деревянные двери из цельной широкой доски. Сзади храма мы видим колокольню, по стилю которой видно, что она была сооружена после основного здания. Как говорят местные жители, до строительства колокольни колокол висел на дереве. Акция благополучно проводится, сбор идет, и на сегодняшний день Михаил заказал в Воронеже и сам же его доставил сюда. Причина того, что прямо не повезли, то, что стены там должны реставрироваться. Сейчас звонница, колокольня уже в завершающей стадии. Сердца жителей села Пакуаша Чемчирского района наполнены горячим желанием возродить родную святыню – храм святого великомученика Георгия Победоносца. Первым шагом на этом благом пути станет восстановление колокольни. Узнав о благочестивом стремлении пакуашцев, глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия благословил это начинание. Каждый житель республики может нести посильный вклад в это святое дело. Каждое пожертвование – это кирпичик в стенах возрождаемой святыни. Реквизиты для пожертвований вы видите на экране. Кроме того, можно отслеживать ход работ по восстановлению храма в телеграм-канале. Аэлита Арутюнян, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.
5 августа на сцене Русдрама возвращение легендарного спектакля «Игрок» с участием Государственной хоровой капеллы Абхазии. «Игрок» – это история азарта, ставшего для человека уже не смыслом игры, а смыслом жизни. Дирижер Барас Кучба в ролях Гурам Квициня, заслуженная артистка Абхазии Наталья Попаскири, Милана Ломи, Александр Габеля, заслуженный артист Абхазии Рубен Депелян, Любчо Спасов, Мадлена Барцыц. 5 августа с часу ночи до 20 часов будет прекращена подача воды в некоторых районах Сухума. Как сообщает водоканал, в связи с проведением ремонтных работ воды не будет в новом районе по улицам Эшба, Трапш, Семирджиева. С 5 по 7 августа в Сухуме пройдут масштабные народные гуляния, организованные администрацией города. Жителей и гостей столицы ждет насыщенная программа, гастрофестиваль, абхазское застолье под открытым небом на площади имени Сергея Багапш, фестиваль абхазской национальной кухни, концерт с участием артистов из Абхазии и России. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны кратковременные осадки, туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 22-27, днем плюс 28-33, температура морской воды плюс 29 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.